только 10 регионов России сейчас в этой программе участвуют. С Северного Кавказа одна республика Ингушетия. Результаты конкурса преподавателей шахмат и дальнейшие перспективы развития шахматного спорта в республике обсудили у главы региона. Окончательный состав Общественной палаты Ингушетии будет определен в июле текущего года. Заседание Совета Народного собрания в выпуске. С родителям, с ним пониманием относиться, между собой, чтобы дружные были. Вот так же я своих детей воспитывала. Праздник, который всегда с тобой. Сегодня Международный день семей. Слова восхищения, поздравления и напутствия. Вместо того, чтобы убрать полностью свалку, ее просто засыпали землей, тем самым нарушив экологическое законодательство. Борьба с несанкционированными свалками продолжается. Рейд сотрудников Комитета экологии в Карабулаке. Пробирование маршрута нам еще предстоит совместно с коллегами из Сунжского района, с другими нашими коллегами, полностью его благоустроить, установить специальные указатели, знаки. Сквозь топик к новому маршруту. Что нового для путешественников удалось найти в Сунжинском районе? Это новости 24. Добрый вечер. Ну а начинаем выпуск с информацией для всех верующих мусульман, проживающих на территории Ингушетии. Сегодня объявлена дата начала священного месяца Мархибот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Мягкой барт бябарт хосер борт хахули марлуат давай цухули ломр дилуат давай ан хосер борт хабак бен мотиги аст хосер марлуат датсви بفضل أشخاص صراحة طرح ضد النمر دي حلقة دي مارخي خدوي دال مقلح دال عاشي قنت ديان دولش جشت ديان دولش المارخي بوتقاب بيزر قاب إيمان لولدوين. Первая школа селения Троицкое стала победителем регионального конкурса «Лучшее преподавание шахмат в школах». Соревнования проводились в рамках проекта благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Почетными гостями мероприятия стали заместитель директора фонда, один из руководителей проекта «Шахматы в школах» Игорь Бородачев, а также президент Федерации шахмат Ингушетии, чемпион Европы Эрнест Эйнаркиев. По итогам церемонии на встрече с Юнусбеком Евкуровым гости обсудили результаты конкурса и дальнейшие перспективы развития шахматного спорта в республике. Глава поблагодарил гостей за участие в проведении конкурса, вклад в развитие шахматного образования в Ингушетии и популяризацию этого вида спорта. По словам Эрнеста Эйнаркиева, региональная федерация шахматного спорта ведет в данный момент переговоры с фондом относительно дальнейшего сотрудничества. В частности, о создании в республике ресурсного центра обучения преподавателей по шахматам, где смогут заниматься педагоги со всего СКФО. В конкурсе участвовали практически все регионы России. Мы отобрали 10, и только 10 регионов России сейчас в этой программе участвуют. С Северного Кавказа одна республика Ингушетия. Почему у нас и возникла идея, что здесь сделать такой центр, который бы обучал учителей и говорил, что вот отсюда мы идем. Но тем более... В Пскове создан северо-запад. Да, в Пскове для северо-запада России, да, а здесь, собственно, для юга России будет такой центр. И тем более это важно, потому что министр образования России говорит о том, что шахматы она планирует сделать обязательным для всех. А здесь уже проект идет, поэтому есть чем гордиться. Ну и действительно, то, что мы сегодня вручили, это и премии лучшим учителям денежные, и компьютерные классы в те школы, которые лучше всего организовали обучение. И поездка, первое место Франция, вторая в Сочи. Я думаю, что дети вернутся, будут рассказывать, что это очень такое интересное мероприятие. Вот. А вторая тема, которой мы занимаемся, это детский хоккей. Этой темой фонд уже больше 5 лет занимается. Мы и турниры проводим, и с экипировкой помогаем. Поэтому также познакомился где-то, наверное, полгода назад с руководителем Ледового дворца, с Лисой. Вот, его ребята в Москве прошли уже курсы обучения, и мы сейчас с ними планируем. Вот первый шаг – это сегодня вечером. Я пока им только сертификат вручу, потому что это тяжелая форма, и она на днях придет. Там груз порядка 270-300 килограмм будет. Это 17
12 человек полностью будут одеты в хорошую новую экипировку, можно будет участвовать в соревнованиях и так далее. Огромную благодарность за вот такую помощь, поддержку. И скажу, что активно республика включилась в эту форму поддержки. Над таким регионом, как дотационный, как Ингушетия, это очень выгодно и важно. Тем более, когда, казалось бы, детишки, которые там в Троицком учатся, попадут. Они французский язык учат, хоть нет? Пусть готовятся. Поэтому это как раз показывает, что есть фонды, которые, не загружая бюджет страны, создают свои такие благотворительные фонды. И благодаря этим фондам потом, уверен, будут расти наши чемпионы. Потому что такие, как Эрнест Энеркель и другие. Поэтому вам спасибо, руководству фонда, от меня большой привет и огромная благодарность от меня, от жителей республики, особенно от родителей и детишек, которые этим делом занимаются. Ну, особо, конечно, Эрнест, тебе за то, что ты находишь время, приезжаешь и как уже вспомнил, наверное, свое детство, как ребенок окунулся в это дело и каким-то образом продвигаешь это дело. Спасибо. Марк Андреевич. О том, как прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса преподавателей шахмат, подробно расскажет Хади Бекбузарова. Так встречают почетных гостей в 6-й школе города Назрань. Сегодня награждают победителей и призеров конкурса преподавателей шахмат. А проводить церемонию награждения пригласили президента Шахматной федерации республики, представителя благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и министра образования и науки Ингушетии. Только с начала этого учебного года шахматные классы начали функционировать в 30 общеобразовательных учреждениях региона. Они стали неотъемлемой частью школьной программы. Этот интеллектуальный вид спорта магнитом манит смышленых учеников. Организаторами конкурса выступила Российская шахматная организация при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Ингушетия, кстати, пока единственный регион страны, принимающий участие в этом состязании. В Европе во многих странах шахматы вводят в школы, и сейчас уже принято решение по всей России. С 1 сентября 2018 года во все школы России будет шахматы как обязательный урок. И в этом плане Ингушетия идет впереди не только округа нашего, но и впереди всей России, потому что еще не во многих регионах для них это еще темный лес, а мы вот уже несколько лет над этим работаем. Здесь невозможен сиюминутный выигрыш. Конкурс проходит на протяжении учебного года. Все это время преподаватели шахматного класса должны проводить различные тренинги, открытые классные часы, мастер-классы, а также участвовать в различных шахматных соревнованиях. За каждое выполненное задание участник получает определенное количество баллов. И после подсчета общей суммы очков определяют победителя. Нет ни одной школы, которая бы осталась в стороне. Теперь важно смотреть, как это скажется на развитии детей, потому что шахматы очень хорошо влияют на логику, на математику, но это необходимо дополнительно проводить тестирование после того, как дети сейчас закончат учебный год. В сентябре можно взять и сравнить, например, дети, которые занимались шахматами и которые не занимались. Цель конкурса – популяризовать шахматный спорт в России. Эта игра является отличным способом развивать интеллект. Это и стало главной причиной внедрения шахмат в школьный курс в Ингушетии. В текущем году лучшим в конкурсе преподавателей оказался учитель школы номер 1 сельского поселения Троицкое. Участие принимает он во второй раз. И в этот раз был решительно настроен на победу. Как отмечает Тимур Гадаборшев, сложностей никаких не было, так как дети заинтересованы игрой в шахматы. Дети главные герои, они, собственно, уроки, все и делается для детей, то есть методы разные преподавания шахмат. Но это самая главная роль ихняя. То есть мы работаем, чтобы их обучить, а от них уже результаты. И интерес привить, правда, надо тоже. Победителей конкурса ждет товарищеская встреча с лучшими школьниками Франции в октябре текущего года. Ученики школы, которая заняла второе место, получат возможность участвовать в общероссийском шахматном соревновании, которое состоится в Сочи. А в школе, получившей третье место, будет оборудован компьютерный класс для повышения уровня преподавания шахмат. Хади Бекбузарова, Сурхо Кусиев, Новости 24. Самый протяженный в России и в Европе мост через Керченский пролив стал центром больших торжеств. Движение машин и автобусов запустят завтра, ранним утром. А пока почетное право пройти над Керченским проливом у строительной техники. Лучшие специалисты со всей страны работали с опережением графика, и теперь все готово. Раньше запланировано срока на полгода. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Он уже преодолел переправу и пообщался со строителями. Зелимхан Калоев расскажет подробно.
Досрочное с опережением графика на полгода. Возведение самого протяженного в России и Европе моста длиной 19 километров заняло чуть больше 2 лет. По такому случаю у строителей, которые продолжают возводить вторую железнодорожную часть моста, сегодня праздник. Поздравить их приехал глава государства Владимир Путин. Он поблагодарил рабочих за проделанную работу. Поздравляю вас. Спасибо. Первый участок, ну не участок, а первая линейка, но, наверное, самое важное. Не сомневаюсь, что у вас получится все и осенью, имею в виду грузовую часть, и затем через год железнодорожную. Все качественно, в срок даже, на полгода раньше срока. Здорово, молодцы, спасибо вам большое. Можно сказать, что строители моста чествуют как победители. По такому случаю состоялся даже небольшой парад. Колонна тяжелой техники проехала с одной стороны моста на другой берег. Возглавил эту колонну Владимир Путин. Он сел за руль КАМАЗа. За короткий срок строителям действительно удалось совершить то, что многие называли невозможным. По плану автомобильное движение должны были открыть только в декабре этого года. И поначалу даже этот срок называли рекордным. Я считаю, что вот сейчас навеки, намертво, как говорится, Крым вот этим мостом привязан к большой земле, к России. Это уже не разорвать. Гордость есть. За Россию, за людей. Гордость есть. За строителей. Гордость за то, что мы можем так сделать. Все вот это вот. Ну и за то, что эти два берега все-таки объединились. И с завтрашнего дня здесь можно будет спокойно проехать на автомобиле. Этому мосту не страшны любые испытания. 12 миллионов тонн строительных материалов, сваи погружены на глубину до 105 метров. Уникальные технологии от строительства гигантских арок общим весом более 10 тысяч тонн до их транспортировки по морю и установки в фарватере. Все это российские специалисты выполняли впервые. В стройке задействованы 10 тысяч человек со всей страны. В конструкции предусмотрели даже вероятность природных катаклизмов, которые могут случиться раз в 100 лет или даже реже. За движением по мосту и его технологическим состоянием будут круглосуточно наблюдать в специальном центре управления. Его тоже показали Владимиру Путину, и он напоминает скорее центр управления космическими полетами. Сотни разнообразных датчиков будут передавать туда информацию с разных участков моста. Отсюда же будут управлять и движением, чтобы по возможности избегать лишних пробок. Мост ждем, потому что мост лучше будет, чем на автобусе и переправа. Все-таки не очень удобно этот вариант. Потому что когда погода портится, переправа не работает, зачастую зимой особенно. Движение откроется синхронно с двух берегов Керченского пролива. 4 полосы, по 2 в каждую сторону. 36 тысяч автомобилей в сутки. Для водителя подготовили специальную памятку. Проезд из Тамани с трассы А-290 по новому 40-километровому автоподходу. Из Крыма по почти 9-километровому отрезку до большой развязки, а дальше в Керчь. Ближе разворотов пока нет. Остановки на всем протяжении моста строго запрещены. Максимально разрешенная скорость 90 километров в час. И уже завтра проехать с одного берега на другой сможет любой желающий. Шлагбауны по обе стороны моста поднимутся в 5 часов 30 минут утра. Зелимхан Калоев, Новости 24. Юнусбек Евкуров в Ставрополе. До начала концерта, посвященного всероссийскому конкурсу «Российская студенческая весна-2018», в неформальной обстановке пообщался с ингушскими участниками форума. Команду республики в конкурсе представят 25 студентов ИНГУ, которые являются победителями межвузовских соревнований. Регион примет участие в 4 номинациях, таких как народный танец, художественное слово, народная песня на родном языке и бардовская песня. Руководитель субъекта обратился с напутственными словами в адрес ингушской молодежи. Цитата. «Вы представляете здесь всю республику, вы носители ингушских обычаев и традиций, и вы должны достойно показать нас на конкурсе. Нужно стремиться не только к призовым местам. По итогам фестиваля вы должны обзавестись новыми знакомыми, должны тесно общаться со своими сверстниками, обмениваться опытом», отметил Евкуров. Также в ходе беседы глава Ингушетии сделал акцент на 2 вещах. Это принципиальность во всем и любовь к своей профессии. Юнусбек Евкуров также обратился к Сулейману Игиеву, чтобы комитет на своем уровне рассмотрел вопрос проведения подобного молодежного фестиваля у нас в республике в ближайшие годы. У нас уже есть богатый опыт проведения молодежных форумов. Мы строим новые общежития, развиваем инфраструктуру. Сегодня мы можем принять более 1000 человек. Мы планируем подать заявку на проведение студенческой весны в Ингушетии, резюмировал Евкуров. Напомним, сам фестиваль проходит с 15 по 20 мая. Сегодня вы, как молодежь, выезжая за пределы республики, завидуете
Вот красиво в Ставрополе, да, зелени сколько. Буквально там, это тоже ваш период. Вы были еще детишками, в школу ходили в 8-м году, там, да, в 6-м, 7-м году, 9-м, 10-м году. И выезжая тоже, я помню, там, все там говорили, нету ледовых катков, нету бассейнов, нету того, нету всего. Ну, просто все завидовали соседним регионам. А сейчас многие ваши сверстники смотрят на нас и уже завидуют нам по некоторым вопросам. Это тоже прогресс, это тоже все движение вперед. Это все делается в том числе и для вас, и для того, чтобы вы завтра это все взяли процесс управления в руки свои. Поэтому, когда вы находитесь, почему это все вам рассказываю, когда вы находитесь на таких форумах, мероприятиях, вы должны научиться 2 вещам. Первое – принципиальности, второе – любви к своей профессии, к своему делу. Если это будет, то легче будет работать. Вот здесь, на таких мероприятиях, здесь большое количество студентов со всей страны, ваших сверстников. Учиться у них, себя показывать. Важно, как вы покажете себя. Ингушетия в ходе Петербургского международного экономического форума планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве в рамках единой выставочной экспозиции Минкавказа России. Форум пройдет с 24 по 26 мая. Как ожидается, республика подпишет соглашение с Национальным государственным университетом физкультуры и спорта имени Лесгафта, Военно-морской академией имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова, организацией Ростелеком и Республикой Калмыкия. Иназбек Евкуров отметил, что участие в Петербургском форуме отличное возможность представить инвестиционный потенциал республики зарубежным инвесторам. Сегодня в регион в основном вкладывают отечественные инвесторы. В то же время Ингушетия находится в диалоге с рядом государств СНГ, Ближнего Востока и Европы по налаживанию экономического сотрудничества и привлечению инвестиций. Сегодня у нас действительно серьезный инвестпотенциал в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, туризме. И нам есть что предложить иностранным партнерам, отметил глава. Сегодня в парламенте прошло еженедельное заседание Совета Народного собрания. Комитет по национальной политике и связям с общественностью представил на рассмотрение депутатов проект закона Республики Ингушетия о внесении изменения в статью 16 Закона Республики об Общественной палате Республики Ингушетия. В соответствии с законом количество членов Общественной палаты составляет 36 человек. Создание ее стало закономерным шагом в развитии партнерских отношений между властью и обществом. Как уточнил на заседании Совета вице-спикер Василий Светличный, члены палаты, утвержденные главой Ингушетии и Народным собранием, определяют состав, остальное – 1/3 членов Общественной палаты. До 22 мая парламент продолжает принимать предложения о кандидатах в ее состав. Общественником может быть гражданин, достигший возраста 18 лет. Окончательный состав палаты Ингушетии будет определен в июле текущего года. Здесь вносятся изменения следующего характера. Дело в том, что сегодня расширяются права Общественной палаты в плане воздействия на принятие проектов решений по различным, по строительству, по изменениям экологии и так далее. Все то, что значимо для населения субъекта. Они имеют право сейчас привлекать экспертов и проводить экспертную оценку и давать заключение по данному проекту. То есть целесообразен он, не целесообразен. Это очень важный момент, который сегодня отражает динамику развития нашего социума. Сегодня Международный день семей. Среди множества торжественных дат праздник занимает особое место, но он акцентирует внимание на традиционных человеческих ценностях и исторической преемственности поколений. Сегодня чествовали тех, кто по праву заслуживает наград за нелегкий труд создания и сохранения главного оплота общества. Зарима Ивлоева с подробностями. И в трудностях, и в радостях всегда советовались с мужем, и всегда были вместе. Дети повзрослели, они нам были помощниками. Это только в сказке все беззаботно и всегда с хэппи-эндом, а в реальной жизни бури поджидают на каждом шагу. И чтобы лодка терпения не перевернулась, равновесие должны держать оба, советует Роза Аушева. Они с мужем в браке уже 35 лет, 5 детей, 7 внуков. Впрочем, вместе они не только делят семейный очаг. Супруги уже 25 лет работают в городском доме
Доме культуры Малгобека. Коллеги, друзья и супруги, которые разделили всю жизнь на двоих. Ради детей, ради семьи мы живем, ради этого всего. Всем желаю всего того же. Я прожила счастливую жизнь. Счастливая жизнь, как итог, это работа над отношениями и над собой. За этим столом многодетные мамы, более 20 семей, приехали в Сурхатинский заповедник отметить один из самых теплых праздников – День семьи. Крепкие семьи – залог здорового общества. Быть мамой – такое призвание выбрали себе сидящие в зале женщины. Поздравить гостей приехали солисты Госфилармонии. Зелимхан Барахоев подготовил для счастливых семей новую песню. В лице своей матери я посвящаю эту песню всем матерям нашей республики и всем нашей страны, можно сказать. Инициатором этой встречи выступило Министерство труда, занятости и социального развития республики. Мероприятие уже считается традиционным. Каждый год сюда на чашечку чая приглашаются семьи, которые являются образцом любви, верности и взаимопонимания. Крепкие узы семьи, у них воспитание подрастающего поколения на высоком уровне идет. Дети занимаются в спортивных секциях, дети занимаются в музыкальных школах. Вот мы взяли как бы пример, хотим представить всем телезрителям. Свежа остается тема Дня Победы. Диана Тимурзиева уверена, что семья – это не только мама и папа, но и бабушки и дедушки, которые также посвятили всю жизнь тому, чтобы их дети и внуки были счастливы. Девочка в канун 9 мая написала трогательное стихотворение, посвященное дедушке-ветерану. Не хочу, чтобы плакали дети и в дыму бомб теряли своих матерей. Ненавижу войну, задушите войну, сберегите мир для детей. Я поздравляю с днем семьи свою бабушку, свою маму и всех своего папу и всех своих. И я хотела сказать спасибо своему дедушке за то, что он участник Отечественной войны. Я поздравляю всех с Днем семьи. Для родителей День семьи – это не только 15 мая, а каждый день, наполненный заботами и стремлением сделать жизнь своих детей комфортнее. Зарима Ивлоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Праздник радости, победы и ощущения надежности близких людей. Все это Международные дни семьи. Сегодня Марназрани Алихан Тумгоев навестил семьи Тамбиевых и Бековых. Лейла Гайсанова о воспитании достойного поколения. Именно в семье дети впервые испытывают глубокую радость от согревающей родительской любви, что является залогом его уверенного вступления в большую сложную жизнь. Здесь они учатся видеть прекрасное и достигать секрета общения между людьми. Здесь же передается мудрость от одного поколения к другому, уходящая корнями в вечность. Так считает Марем Тамбиева, которая с таким девизом вырастила и воспитала 6 детей и принимает участие в воспитании 9 внуков. Как меня родители воспитывали, вот, чтобы с уважением к старшим относиться, младших оберегать, к родителям с ним пониманием относиться, между собой, чтобы дружные были. Вот так же я своих детей воспитывала. Поздравить с международным праздником семьи к Тамбиевым приехал глава города Алихан Тумгоев. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Это фактор стабильности и развития. Еще одна семья, которую посетил сегодня народный мэр, это Бековы. Ася одна воспитывает дочерей и сына, и это ей приносит огромную радость. Ничего, у меня 3 детей, мужа нет, он умер 5 лет назад. А дети учатся у меня в медколледже, девочки, мальчик 1 класс закончил. Вроде пока ничего, справляемся. Дружная семья – источник любви, уважения и солидарности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания. Решили навестить ряд семей, которые проживают по городу Назрань, и поблагодарить их за то, что они вложили в воспитание своих детей душу, сердце, если можно сказать. То есть они воспитали своих детей
по той тематике, чтобы они всегда были востребованы для жителей нашего города, для нашей республики, для нашей страны. Этот день – замечательный повод, чтобы отложить все свои дела и проблемы, собраться всей семьей и проявить особую заботу о своих близких. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Новости 24. Сотрудники управления по делам религии при главе Ингушетии провели беседу с малоимущими, которые получают помощь от фонда «Тешим». На встрече обсудили важность соблюдения поста в священный месяц Рамадан. Богословы призвали собравшихся в этот период держать пост, совершать богоугодные дела и в любых сложных ситуациях сохранять терпение и мудрость. Is met die gaan doen, dat morgen ook nog doen, maar doorgaan met die, maar alles dozel doen en het zo gaat doen. Dat agar schwast hegen bij, als ik dat lees, zagen lees, is het bagder niet er, maar zeg al die hands. Die heel habig die hands toch na, die ook agar zagen die niet kon, zagen die zeg dat lees, zo ben ik is gemeld de kwijt doen. Zo maar behandeld ik met die gewoon. Богословы, руководители казанских вузов Рафик Мухаммедшин и Рустам Нургалиев, прибывшие в Ингушетию несколько дней назад, побывали в высших исламских учебных заведениях региона. Они ознакомились с процессом обучения и обсудили возможность отбора студентов для дальнейшего обучения в Булгарской исламской академии и Российском исламском университете в Казани. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Первые слова из ниспосланной пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует суры, звучали так: «Икра бисми раббика аллази халяк», что переводится как «читай во имя Господа, сотворившего все сущее». Ведь мусульманин всегда должен стремиться к совершенству, тем более, если это касается религиозного образования. Поэтому визит делегации из Исламской и Болгарской академии в Ингушетию событие знаменательное. Первым делом гости посетили Ингушский исламский университет имени Ахмадхан Хаджи Барзиева, который находится в Малгобеке. Переговоры о приезде абитуриента в Болгарскую исламскую академию. Это очень важно, поскольку у нас все-таки федеральный проект. Уже первый год из Северного Кавказа учится. У нас первый год из Дагестана. Мы 10 человек набрали. Я надеюсь, что на первый курс поступят не только из Дагестана. Мы уже там вели переговоры из Чечни, Ингушетии. Будет группа. Тем более у нас есть специализированная группа по шафийскому масхабу. Но для нас очень важно, чтобы студенты в Болгарской исламской академии углубленно изучали традиции мусульманских народов России. Студенты Ингушского исламского университета имени Ахмадхана Хаджи Барзиева постоянно принимают участие в олимпиадах, которые проводятся в столице Татарстана. На данный момент в этом религиозном образовательном учреждении обучается порядка 150 человек, среди которых и юноши, и девушки. В этом году из университета выпускается всего 10 человек. Казани, Татарстане, حق سارة صحك открытие حق يق بولغارской академии, исламской академии, со исламской академии ректор волж, вала Рафик Мухаммедшин яхш халхы волж, тахнвети ген делегации, же подчах волч бяхка цунсани вашакит, что университете вашакит болж, что диса хамдолж мотигер, та ханза бяхка шхаши царсани далши андали, камел дуца даху в университету, в университет ханза Рафик Мухаммедшин, председатель Совета исламского образования Волжвуз, да Совет исламского образования Чуаж, в университете, в колледже Цуиqi Чуаж. Туда Совет исламского образования Ляца Волжу вопросы царств обсудить геолож, Булгарской академии цунагляться волжу вопросы обсудить геоложи озер выпускники ждаху диш безым болсак цу Булгарской академии диш вах безым болсак цу диш цигичер цар даху продолжить десар возможность геолож. Далее гости отправились в Исламский институт, который находится в Сунже. Здесь, так же, как и в Малгобеке, они обсудили сотрудничество с ингушскими коллегами. Как отметил Рафик Мухаммедшин, для ребят будут созданы комфортные для учебы условия. От них требуется только учиться. Будет сложно, но без трудностей не достичь желаемой цели. Все программы мы изучаем. То есть наши программы, по которым мы потом вот шейхи, которые приехали, им мы дали, они, у нас один шейх из Иордании, доктор Левай Халили, он известен, ну, специалист по фикху, но для нас было интересно, он писал очень много трудов, тахкик, нашего Дина Марджали, например.
В Исламском институте в Сунже обучается более 200 студентов. В этом году выпускается порядка 26. Для ребят будет хорошей возможностью получить знания в одном из престижнейших религиозных университетов страны, считает ректор. Такой шанс выпадает редко, поэтому нужно воспользоваться им. На повышение квалификации цены это было соглашение жихтха еш озял шрадиш обяз тик добавить шрадиш десар тик бесплатное обучение и проживание и это можно мотигицан ах что тагын это был ушердиш чак больше студенты тик да отвашта дуали что хамдцар. Совсем скоро несколько выпускников ингушских исламских институтов получат возможность обучаться в Казани. И, несомненно, как для самих ребят, так и для нашего народа и всей мусульманской уммы в целом от этого будет огромная польза. Тамерлан Хамхоев, Юсуп Гелисханов, Майрбек Миржоев, Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается День климата. Этот праздник призывает метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений. Сохранение климата – одна из основных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое воздуха, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей. Ученые пока не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу. Сохранение климата Земли зависит от каждого жителя планеты. Например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. Но вот все эти рекомендации частенько остаются неуслышанными. В Карабулаке продолжается борьба с несанкционированными свалками. Как только экологи ликвидируют их в одном месте, мусор незамедлительно меняет локацию. На этот раз Комитет экологии и природных ресурсов Ингушетии наткнулись на фиктивную ликвидацию. Есть и такое, когда свалку просто засыпают землей. Ирина Цичуева разбиралась. Эту несанкционированную свалку на окраине города Карабулак должны были ликвидировать 15 мая этого года. На первый взгляд кажется, что ее действительно ликвидировали, но из песка выглядывают бумаги и ненужные бутылки. Вместо того, чтобы убрать полностью свалку, ее просто засыпали землей, тем самым нарушив экологическое законодательство. Засыпать не значит убрать, поясняют представители комэкологии. Тем более этот участок был отведен в качестве карьера по добыче глины. Ну а несанкционированную свалку на этой территории выявили сотрудники комитета несколько месяцев назад. И сегодня они приехали вновь проверить, как исполняется распоряжение главы Ингушетии по ликвидации мусора. وز حلخ по периметру ярик погмел бы мусор уз ашкаса я даяқи хажан я қадай тағын я даяқа я просто закопать я харса да хамда загрязнение почвы есть хлещу хамдат они должны были вывести отсюда давай баргуш типа нефтяная шламец ашкаса отходишь хлещу хамаждат или он ответственный был варсак администрация города Халдис или администрация города или лицензионный участок. В составе группы и общественный инспектор Мухаммед Хамхоев, который уверен, что мусор проникает через несколько слоев почвы и даже попадает в грунтовые воды. Вообще закопать еще ужастер. Закопать дешь холча, анализ химические, санитарно-эпидемиологические, разведки яхкезус. Мусор даяққан поручение собственник жби у карьере сарки. Но таган вен гуч халага техна гуч яцас сачарёх техна ля дат хакадат доказать от сантейпа тазер дедис нагаберки волчен. Весь у вас что вес. Мусор, который засыпали песком, можно было вывозить на машинах в полигон в Сунже. Предприятие специально создано для того, чтобы перерабатывать разные отходы. Так или иначе, эта проблема будет решена. После установления причины на ответственные лица будет наложен штраф. Ирина Цичуева, Хамзат Халухоев, Новости 24.
Сегодня произошла авария на федеральной трассе «Кавказ». Столкнулись два автомобиля марки «Ауди» и отечественный ВАЗ-2110. После столкновения на «Ауди» упала в кювет. Двое пострадавших с различными повреждениями доставлены в Сунжинскую больницу. Для ликвидации последствий были направлены спасательные группы МЧС. Другие обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия еще выясняются. В Ингушетии завершился международный образовательный молодежный форум «Торгим-2018». В крайний день для участников была организована экскурсия по передовому агропромышленному предприятию региона. Ребята отправились в сад-гигант Ингушетии, ознакомились с технологией, продегустировали продукцию. Пришлись ли по вкусу яблочки отечественного производителя, узнаем у нашего корреспондента Наты Евлоевой. Четвертый день форума «Торгим-2018» был посвящен экскурсии по саду-гиганту. Вкус яблок участники форума оценили еще когда были в горах. Ну а сегодня ребята увидели, как происходит сам процесс выращивания плодов. Мы создаем температуру 1 градус тепла, влажность 98%. Без кислорода, в холоде и во влаге яблоко сохраняется идеально. Без смарт-фреша. Если вы импортные яблоки ели, он налет в них восковый есть. Они запирают поры яблока, чтобы он не дышал. Мы делаем по-другому. Мы кислород удаляем. Мы не обрабатываем смарт-фрешем. Альбина Макаева участвует в форуме не в первый раз. Сюда она приехала из Нальчика. Рассказывает, что Ингушетия ее впечатлила своей красотой и качественной продукцией. Она надеется, что вернется сюда еще раз, но уже с родными. Отрадно видеть, что в Республике Ингушетия есть такое мощное большое предприятие, где развивается сфера бизнеса, сфера агропромышленного комплекса. Тем самым снижается безработица населения. Это самое главное. Еще отрадно, что вот наши соседи, наши друзья неподалеку от нас выращивают такую большую продукцию, которая уже выставляется на мировом масштабе. Спасибо большое за приглашение администрации данного предприятия. Очень познавательно, очень интересно. Для себя я узнала много нового. Участники форума слушают экскурсовода с большим интересом и не забывают все увиденное фотографировать. В руках у каждого из них фотоаппарат или же телефон. Снимают каждую деталь, чтобы после можно было поделиться снимками в социальных сетях. Мэтью Кеш приехал сюда из Соединенных Штатов Америки, родом из Техаса. Он ведет блог о путешествиях и увлекается кавказской культурой. И уже успел побывать во многих северокавказских республиках. Но ни одна его так сильно не впечатлила, как Ингушетия, признается он. The mountains. Yesterday, it was awesome to see the scenery. I've never seen anything like it. Ему понравилось все, начиная с того, как мы приехали в Ингушетию, как нас встретили на автовокзале, расположили в отеле. И ему понравилось, что ребята, то есть когда мы поехали в горы, они всегда были рядом, они всегда были готовы помочь, рассказать, подсказать. Но больше всего Мэтту запомнился вкус ингушских яблок. Мне нравится магаз яблоки. Это был последний день форума. Уже сегодня каждый из этих участников уезжает к себе домой. Но все они надеются, что обязательно вернутся в Ингушетию еще раз. Ната Евлоева, Рахман Суров, Новости 24. Разработан новый туристический маршрут по Горной Ингушетии. Основателями и первопроходцами стали сотрудники научно-исследовательского института, комитета по туризму, археологического центра, сотрудники органов местного самоуправления Сунжинского района при участии заповедника Ирзи. Экспедиция прошла к башенным комплексам, о которых сейчас подробно расскажет наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Увидеть уникальные пейзажи по дороге к башенным комплексам Мужган, Теч, Ахки и Мериджи бесценно для пеших туристов. Для всех остальных есть внедорожники. Без их помощи сегодня участникам экспедиции не обойтись. Дорога здесь разбита. Однако вездеходы находят свою тропу и медленно, но верно маршрут к башенным комплексам становится все короче. Учитывая то, какой курс на развитие туризма взяла Ингушетия в последние несколько лет, неудивительно, что новые маршруты появляются очень часто. Само собой разумеется, что туристам очень интересно посетить места, где редко кто бывал в новейшей истории. Тем более, если дорога к ним настолько захватывающая. Периодически участники экспедиции останавливаются, чтобы полюбоваться красотами Сунжинского района. Мы регулярно будем сюда возить людей, туристов, наших гостей и всех желающих
Но сначала мы вот сегодня сделали такой первый заезд, как говорится, опробирование маршрута. Но нам еще предстоит совместно с коллегами Сунжинского района, с другими нашими коллегами полностью его благоустроить, там установить специальные указатели, знаки. Вместе с сотрудниками Комитета по туризму нашей республики сегодня в числе экспедиторов и члены органов местного самоуправления Сунжинского района. Они искренне заинтересованы в развитии туризма в регионе. Вновь и вновь отыскивают новые маршруты ради достижения этой цели. Сегодня они встали чуть свет. Принято считать, что Сунжинский район – это Асинское ущелье, Нестеровское, Троицкое, при том, что около 50% лесного массива республики расположено в горно-лесистой части Сунжинского района. При этом эта часть района таит в себе большое количество историко-архитектурных памятников, башенных комплексов. Преодолевая маршрут на автомобилях, время от времени участникам похода приходится все же останавливаться, чтобы расчистить дорогу от веток. В такой слякоти могут увязнуть не только большие грузы, но пока все складывается удачно. Танки, как говорится, грязи не боятся. Между тем, участники экспедиции прибывают к конечной точке своего маршрута – башенный комплекс Мереджи. Пожалуй, больше всех об этих местах знает наш исследователь, этнограф и археолог Умалат Гадиев. Упустить возможность приехать сюда он просто не мог. То там, то здесь, по ущельям, по склонам, по горным хребтам разбросано большое количество разнообразных архитектурных объектов, в числе которых интересные по своей планировке, по формальным особенностям, по архитектуре, полубоевые, боевые башни, жилые постройки, хозяйственные объекты и в комплексе образующих достаточно интересные архитектурные ансамбли. Маршрут проложен. Как только установится теплая погода, в эти места обязательно нагрянут туристы. И этот с давних пор безлюдный участок Сунжинского района Ингушетии вновь заполнится гостями. Тамерлан Хамхоев, Михаил Тенгиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.